Всем привет! Сегодня расскажу про то, как получить себе цифровой пропуск. Напоминаю, что у вас должна быть сегодня почта и личный кабинет. Если у вас нет личного кабинета, то нужно будет завести. Другие наши видео есть на нашем канале, как можно быстро завести электронную почту и личный кабинет. Мы заходим сначала в браузер любой, например, Яндекс, набираем must.ru. Далее уже мы знаем, что мы зашли в свой личный кабинет. Пункт услуги. Популярные. Получить цифровой пропуск. Вот у нас выбираем, что вы работаете. Уже данные есть. Если вы гражданин России, то выбираете первый пункт. Если вы иностранный гражданин, то второй пункт. Например, вводите пункт. Если иностранный гражданин АС 1, 2, 3, 4, 5, 6. Свои данные, конечно. Если на транспорте двигаетесь, то, например, A1, 2, 3, BC 777. Если общественный транспорт, то же самое. Там можно ввести данные тройки. Допустим, свои данные. Но я сегодня поеду, ну не сегодня, а в другой день поеду только на общественном транспорте. Показываем данные работодателя. Допустим, это у нас будет Яндекс Еда. ИНН. Ну, который у вас есть в данном случае. Неверный формат. ИНН с 13. С 13 по 31 мая видим. Гидрант выбираем, то, что вы не робот. Вы где-то пропустили. Вот гидрант. Вот гидрант. Автобусы. Вот автобус. Велосипед. Где у нас велосипед? Нет велосипеда. Наименование организации. Ну, например, Яндекс Еда. Где у нас Яндекс Еда? Яндекс Еда. ИНН. ИНН у нас. Вот это у нас ИНН Яндекс Еды. Копировать. Вводим, на самом деле, свои данные, естественно. Я просто для примера ввожу Яндекс Еды. Далее нажимаем «Получить». Получаем код СМС. Сейчас мы получим СМС-ку. Вот 39426. 39426. Вот мы получили пропуск для работы. Видим у нас свои данные с 13 по 31 мая. Номер, машина. Если вы тройку указали, то тройка. Всем пока, ребята. Не забывайте поставить лайк и подписываться. Еще много полезных видео.